Эти лесные жители не такие дикие, как кажется. На протяжении многих десятилетий сотрудники фермы занимались одомашниванием лосей. И у них получилось. Теперь животные, особенно детеныши, от людей не отходят. Впрочем, свободолюбивых здесь тоже понимают. Лосиха Жанна, например, в загоне не живет, гуляет по лесу, а домой возвращается, когда вздумается. Вот и сегодня на территории фермы ее не оказалось. Видимо, было не до гостей. Вот это самые младшие питомцы фермы. Зовут их Софийка и Стеша. Им буквально 2 месяца. Всего же на ферме содержится 14 лосей. Ну а помогают их кормить, выращивать всего лишь 7 сотрудников. Малыши с первого взгляда влюбляют в себя всех гостей. Их можно покормить лосиным молоком, погладить, а еще угостить сладостями. Только в меру. Какая-то шутка, Софийка. Раз, молока нет. Да. У них вообще норма, если лосиного, то 1,5 литра всего в сутки. У каждого из немногочисленных сотрудников здесь большой стаж работы. Говорят, эти животные притягивают к себе и уже не отпускают. Светлана Лызлова занимается раздоем лосих уже 40 лет. Сегодня посетителям предлагает попробовать настоящего лосиного молока. Пить его непривычно, жирное, кисловатое на вкус, но очень полезное. Самое радостное в моей работе, что лосихи ко мне идут с лаской. Самое трудное – раздоить первотелка лосиху. 2 года назад здесь построили гостевые домики. Они пользуются большим спросом. Только за прошлый год на ферме побывало более 2000 туристов. Сегодня положено начало строительству визит-центра. В нем расположатся комнаты отдыха, музей, баня для гостей и просторный конференц-зал. Сложность в том, что лосиферма – собственность федеральная, и помогать ей республике сложно. Однако надежда на финансирование от Коми все же есть. Тем более, что у сотрудников в части развития туризма много планов. Мы планируем на лосиферме обучать молодых лосей, самцов, к езде в санях. Такой опыт у нас уже есть. Раньше это практиковалось. И я думаю, мы возродим это. И будем туристов зимой катать в санях на лосях. А на противоположной стороне реки гостей ждет музей природы. Здесь можно узнать не только про лосей, а вообще про всех обитателей Печорно-Елышского заповедника. Визит-центр здесь появится уже зимой 2018-го. На биосферном полигоне у реки Унья для любителей активного отдыха подготовят инфраструктуру для вертолетного и сплавного туризма. А еще в планах организовать охранную зону вокруг заповедника. Любовь Филипп, Валик Юшков, телеканал Юрган, Троицко-Печорский район.